Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшейбшара. Сегодня под председательством исполняющего обязанности президента Абхазии Валерия Абганба состоялось совещание Межведомственного координационного штаба по защите населения от коронавируса, на котором были приняты новые беспрецедентные меры по ужесточению карантина в республике. Ограничения вступят в силу 25 марта и будут действовать до 7 апреля. Все подробности в репортаже Эсмы Гуланзе. 7 февраля в Абхазии предпринимаются меры по недопущению проникновения в республику коронавирусной инфекции, которые включали различные запреты и ограничения. Однако, по словам исполняющего обязанности президента Абхазии Валерия Абганба, необходимо дальнейшее ужесточение карантинных мер. В противном случае республику может ожидать серьезный всплеск заболевания. Из-за тех политических процессов, которые шли у нас в стране, мы, конечно, не могли ограничить полностью деятельность государства в этот период. Может быть, это, к сожалению, тоже какую-то негативную роль сыграло, но мы считаем, что если с сегодняшнего дня мы не ужесточим работу по карантину, не ужесточим деятельность всех наших служб, не ужесточим наши меры, которые будут препятствовать проникновению коронавируса, нас может ожидать серьезный всплеск болезней, с ним бороться очень тяжело. Вы видите, что происходит в мире, особенно в Европе, которая, наверное, и по развитию медицины нас превосходит, и, наверное, по всем финансовым показателям, экономическим показателям. Тем не менее, вы видите Италия, Франция, Германия. Главный санитарный врач республики Людмила Скорик предложила ввести в Абхазии беспрецедентные меры по защите населения от коронавируса. Все должны оставаться в домашних условиях. Посещение рабочих мест должно быть только всеми работодателями доведено до своих служащих только по необходимости. И теми, кто использует личный транспорт или может доходить до своего рабочего места по улице, чтобы общественный транспорт не был задействован в перемещении на рабочие места. Плюс все работодатели должны ввести обязательно термометрию у всего своего персонала. Кроме того, было предложено продлить карантинные меры, касающиеся проведения в республике массовых мероприятий и посещения детских учреждений и учебных заведений. Продолжить карантин во всех детских учреждениях, в учебных заведениях, во всех спортивных, культурных объектов, это 100%. Продолжить запрет на проведение всех массовых мероприятий, которые в республике уже как бы запрещены, но дальше продолжить их и ужесточить. Министр здравоохранения и социального обеспечения Тамас Цахнаки отметил, что в случае вспышки эпидемии может не хватить больниц и ресурсов. Ресурсы наши ограничены. Я имею в виду материально-техническая база, оснащение медикаментами, расходным медицинским материалом, средства индивидуальной защиты. Да, мы создали определенный резерв, неприкосновенный запас. Эти ресурсы будут исчерпываться, и нам необходимо иметь возможность их приобретать. Но, к сожалению, практически во всех странах, в том числе в Российской Федерации, наложено эмбарго на вывоз ряда расходных материалов, в том числе и оборудования, и диагностических тест-систем за пределы их территории. Таким образом, Координационный штаб по защите населения от коронавируса вводит новые карантинные меры. Проект о распоряжении включает 23 пункта, среди которых запрет на проведение массовых и корпоративных мероприятий, временное закрытие свадебных и спортивных залов. Приостановить экскурсионную деятельность на территории Республики Абхазия с 24 часов 25 марта по 7 апреля. Пограничному отряду службы государственной безопасности Республики Абхазия запретить с 24 часов 25 марта по 7 апреля въезд в Республику Абхазия транспортных средств, используемых в экскурсионных целях. Приостановление деятельности дошкольных образовательных учреждений вне зависимости от форм собственности до 7 апреля. Кроме того, в республике будут закрыты центральные и вещевые рынки и запрещено движение общественного транспорта, кроме такси. Новые ограничения вступят в силу 25-27 марта и будут действовать до 7 апреля. Эсма Гуланзе, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.
Итак, распоряжение исполняющего обязанности президента Абхазии о новых мерах по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19. С 25 марта по 7 апреля на территории Абхазии запрещено проведение массовых мероприятий, проведение корпоративных торжественных мероприятий, экскурсионная деятельность, въезд в Республику Абхазия иностранных граждан и лиц без гражданства в экскурсионных и туристических целях, а также транспортных средств, используемых в экскурсионных целях. Приостановить деятельность магазинов беспошлинной торговли «Дьюти-фри» на абхазо-российской государственной границе. Приостановить деятельность объектов общественного питания вне зависимости от форм собственности. Приостановить деятельность центральных и вещевых рынков в городе Сухум и районах Республики Абхазия. Запретить движение, использование общественного транспорта внутригородского, пригородного, междугороднего, за исключением такси. Приостановить деятельность свадебных залов, залов торжественных мероприятий. Приостановить деятельность фитнес-центров, спортивных залов, салонов физиотерапии, спа-салонов. Отозвать с пунктов пропуска через абхазо-российскую государственную границу сотрудников Государственной миграционной службы, Государственной инспекции по карантину растений, Государственной ветеринарной службы, Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору. Министерству по чрезвычайным ситуациям организовать круглосуточное дежурство в пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу бригады медицинского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям с приданием в случае необходимости персонала медицинского управления, Министерства обороны и учреждений Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия. Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия. Организовать работу с населением в части информирования о симптомах, профилактике, конкретных мерах и действиях, которые необходимо своевременно предпринять в различных ситуациях, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19. Организовать круглосуточные дежурные бригады скорой медицинской помощи для доставки пациентов с признаками заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в выделенные медицинские учреждения. Утвердить план действий и провести тренировки медицинского персонала на случай выявления больных коронавирусной инфекцией. Управлению здравоохранения города Сухум, главным врачам районов Республики Абхазия, главным врачам медицинских учреждений, независимо от ведомственной подчиненности, ежедневно информировать Министерство здравоохранения и социального обеспечения о предпринимаемых мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Главному государственному санитарному врачу Республики Абхазия, санитарно-эпидемиологическим службам города Сухум и районов Республики Абхазия усилить санитарно-эпидемиологический надзор за деятельностью объектов торговли и средств размещения, гостиниц, дома отдыха, гостевые дома и объектов лабораторной диагностики. Организовывать проведение профилактической дезинфекции мест массового посещения граждан. Руководителям центральных и местных органов, государственного управления, государственных учреждений, предприятий и организаций, за исключением силовых и правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, социальной сферы, аварийно-спасательных и коммунальных служб сократить до минимума нахождения работников на рабочих местах с сохранением заработной платы с 27 марта по 7 апреля 2020 года. До 7 апреля продлить приостановление деятельности детских дошкольных учреждений вне зависимости от форм собственности, каникулы в школьных образовательных учреждениях, продлить приостановление деятельности образовательных кружков, спортивных и танцевальных секций, продлить приостановление занятий в Абхазском государственном университете, Сухумском открытом институте, а также в среднепрофессиональных образовательных учреждениях Республики Абхазия. Рекомендовать организациям торговли не допускать повышения цен на товары первой необходимости, включая продукты питания, детские товары, лекарственные средства, медицинские изделия, средства дезинфекции и индивидуальной защиты. Министерству финансов Республики Абхазия изыскать средства на финансирование мероприятий по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19. В связи с распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19 депутаты Сухумского городского собрания сделали обращение, в котором убедительно просят граждан не выходить из дома без острой необходимости, только в продуктовый магазин и аптеки, при этом держаться на расстоянии метра друг от друга, соблюдать гигиену, не пускать детей на прогулки с друзьями и родственниками. Несмотря на принимаемые правительством меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, необходимо каждому проявить высокую ответственность. Недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих, отмечается, в частности, в тексте обращения. Понимая серьезность проблемы, депутаты городского собрания обращаются к исполняющему обязанности президента Валерию Бганба, правительству, республиканскому штабу и по борьбе с коронавирусом с предложением обязать носить
носить маски всех продавцов в магазинах, на рынке, в учреждениях и других объектах сферы обслуживания. Напоминаем, приказом Министерства здравоохранения и социального обеспечения Тамаза Цахнаки в Абхазии начала работу круглосуточная горячая телефонная линия по профилактике, противодействию распространения коронавирусной инфекции в республике. Любой желающий может позвонить в любое время дня и ночи по телефонам 226 44 52 или 226 49 55 и получить консультацию специалиста по любым вопросам, связанным с инфекцией коронавируса. Сегодня Центральная избирательная комиссия Абхазии подвела окончательные итоги президентских выборов. По данным Центра избиркома, явка избирателей на прошедших 22 марта выборах составила более 71%. Репортаж Алики Трапш. На повестке дня очередного заседания ЦИК один вопрос – рассмотрение итогового протокола президентских выборов в Абхазии, которые состоялись 22 марта 2020 года. Предварительные итоги были объявлены, практически изменений никаких. Единственная одна необходимая процедура, которая должна была быть соблюдена к этому моменту, она соблюдена. Подлинники протоколов с Москвы и Черкесска получены нами, они подтверждены, они соответствуют тем данным, которые получали по предварительному объявлению. В соответствии со статьей 18 Конституционного закона Республики Абхазия о выборах президента Абхазии на основании протокола в окружных избирательных комиссиях об итогах голосования ЦИК установил, что общее количество бюллетеней, полученных избирательными комиссиями, составило 131 325, из них 36 215 погашено. Общее число избирателей, внесенных в списки избирателей – 132 916. Общее число избирателей, получивших бюллетени для голосования – 95 110. Общее число избирателей, принявших участие в голосовании – 95 109, что составляет 71,56% явки. По окончательным данным, число голосов, поданных за кандидата в президента Аслана Бжания – 53 741, что составляет 56,5%. За Адгура Ардзенба проголосовали 33 686 избирателей, то есть 35,42%. За кандидата в президенты Леонида Дзабшва было отдано 2114 голосов, что составило 2,22%. Общее количество голосов, поданных против всех кандидатов в президенты, 1666. Общее количество бюллетеней, признанных недействительными, 3902. От имени Центральной избирательной комиссии на основании статьи 18 Конституционного закона Республики Абхазия о выборах президента Республики Абхазия Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия решила: первое, считать избранным президентом Республики Абхазия Бжания Аслана Георгиевича, набравшего 53 741 голос избирателей, что составляет 56,5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Второе. Считать избранным вице-президентом Республики Абхазия Гумба Бадру Зурабовича. После оглашения окончательных итогов выборов президента Абхазии члены Центра избиркома проголосовали и подписали протокол. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Сразу уже после объявления ЦИКом окончательных итогов выборов избранный президент Абхазии Аслан Бжания провел пресс-конференцию. В ее рамках прозвучало более 20 вопросов на разные темы. Репортаж Саида Джарсалия. Состояние здоровья Аслана Георгиевича, его будущая инаугурация, дальнейшие взаимоотношения с Российской Федерацией, объявленная в мире пандемия в связи с коронавирусной инфекцией и многие другие темы были затронуты представителями СМИ в рамках пресс-конференции. Что касается инаугурации, то она пройдет на 30-й день со дня оглашения официальных итогов выборов, то есть 23 апреля 2020 года. Я себя чувствую удовлетворительно, чувствую себя хорошо. До официального вступления в должность я буду проводить консультации с разными политическими силами, группами. То есть идет рабочий обычный процесс, характерный для такого периода. Ничего особенного не происходит, поэтому в таком режиме будем идти к этой дате, к дню официального вступления в должность. Отвечая на вопрос о формировании нового кабинета министров, Аслан Георгиевич отметил, что на сегодня решен только вопрос, кто возглавит правительство Абхазии. Главой правительства будет назначен Анклав Александр Салатинскович.
Безусловно, по остальным кандидатурам тоже есть определенные решения, но я не хотел бы их сегодня озвучивать. Они будут озвучены тогда, когда придет время. Говоря о первых шагах на посту президента, Аслан Бжания отметил, что проблем в стране много, но вначале нужно уделить пристальное внимание формированию исполнительной власти. Главные шаги необходимо сформировать исполнительную власть. Это будут первые шаги, потом уже приступим к решению других проблем. Изменения коснутся и некоторых правовых документов, и оргштатное расписание в некоторых случаях будет пересмотрено. Это коснется и функционала определенных ведомств. В случае формирования новой оппозиции, как подчеркнул Аслан Бжания, руководство страны будет выстраивать с ней открытые отношения. Оппозиция нужна. Вы знаете, что я на протяжении 5 лет был одним из лидеров оппозиции. Многие процессы, которые там вызревают, они мне понятны. И, конечно же, вопросы, которые поднимались оппозиционерами, многие из этих вопросов не нашли разрешения. Часть вопросов может быть решена. Поэтому я намерен уделять работе с оппозицией пристальное внимание. Мы будем открыты. Аслан Георгиевич также высказал свое мнение по поводу правовых взаимоотношений органов законодательной и исполнительной власти. Сегодня в соответствии с нашими основными законами есть определенное разграничение полномочий между исполнительной властью и законодательной. Мы будем работать в рамках тех полномочий, которыми мы наделены. Но я неоднократно говорил, сейчас хочу повторить эту мысль. Любые преобразования, которые должны быть, безусловно, проведены в стране, требуют правового сопровождения. Я бы не хотел, чтобы на ключевые вопросы жизни и деятельности нашего государства, на решение ключевых проблем у парламента и исполнительной власти были разные точки зрения. Тема реорганизации и реструктуризации государственных ведомств также была поднята на пресс-конференции. Чтобы оценить работу и результаты ведомств, нужно время, отметил Бжания. Нам необходимо посмотреть, чем занимаются наши ведомства. Имеет ли место дублирование функций в разных ведомствах. Насколько эти ведомства в плане оргштатного расписания соответствуют тем целям и задачам, которые они должны решать. Если не углубляться в эту проблему, думаю, что в некоторых случаях нам придется, это в любом случае называется оптимизировать, возможно, какие-то ведомства будут сокращены, их количественный состав, а в некоторых случаях может произойти наоборот. Избранный президент отметил, что в процессе подбора и назначения кадров важную роль будет исполнять действующий закон об абхазском языке. Кратце пизар, крагер хатвизар, уизет глаз аша аузер. Ай хабира безшар дрозеров. Амацурохер хаглазер безшар дрозеров уи яшо. Усо пишо, а винт карра по захинджер усико. А хубриг азнейший яша зароб из бангзер абснин хота милат рацфена, убртки абребстаза арнапалаку, абрецо процессква арнапалака зароб, убртки акушероб убрета глаз аша. Из неропи шяшо, а бризик цана, бризик яхопшна, вус хоску мепахкот хапша. Касаясь темы распространения в мире коронавирусной инфекции и угрозы ее появления в стране, Аслан Бжания отметил, что руководством предпринимаются все необходимые меры, чтобы защитить население республики. Я вчера встречался с господином Бганба, мы эту проблему обсуждали, докладываю вам. У нас определено 4 медицинских учреждения, подготовлены койко-места. Более того, на границе установлен тепловизор, завезены определенное количество медицинских препаратов.
подготовлены мероприятия по пошиву вот этих необходимых масок и так далее. На этом этапе очень многое сделано, поэтому я не думаю, что ситуация выйдет из-под контроля. Имеющимися средствами ситуация контролируется. Посмотрим, к чему все это приведет. Ни у кого не должно сложиться такое впечатление, что для абхазских властей это полная неожиданность, никто ничего не знает, и никто ничего ни к чему не готов. Это не так. Определенные действенные меры даже на этом этапе уже предпринимаются. Аслан Бжани отметил и на вопрос об его видении взаимоотношений с Российской Федерацией. Развитие двустороннего сотрудничества всегда будет в приоритете у руководства Абхазии, подчеркнул он. Что касается взаимоотношений с Российской Федерацией, намерен действовать в рамках тех договоров, которые существуют между нашими государствами. Часть положений этих договоров реализованы, часть не реализована. И обязательства, которые были взяты абхазской стороной, безусловно, должны быть доведены до конца. Более того, жизнь значительно богаче, и она не всегда вмещается в рамки договоров или соглашений. Мы будем делать все для того, чтобы наш обмен с Российской Федерацией стал более интенсивным. Мы будем сближать свои позиции по многим вопросам. Между нами, по большому счету, нет ни одной неразрешимой задачи. В рамках пресс-конференции, которая длилась около часа, избранный президент Абхазии ответил более чем на 20 вопросов. Саид Жарсали, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский поздравил Аслана Бжани с избранием на пост президента Республики Абхазия. В поздравительном тексте, в частности, отмечается: на протяжении многих лет вы, уважаемый Аслан Георгиевич, самоотверженно трудитесь во благо народа Абхазии. Будучи государственным деятелем, обладающим исключительной ответственностью и стремлением к новым преобразованиям в родном государстве, своей компетентностью в рамках занимаемых должностей вы вносили неоценимый вклад в дело укрепления безопасности Республики Абхазия, повышение благосостояния и уровня жизни ее граждан. Поддержка, оказанная вам на выборах, вселяет в граждан уверенность и объединяет народ Абхазии вокруг новых созидательных замыслов. Вадим Красносельский пожелал Аслану Бжани успехов на высоком государственном посту, верных единомышленников, крепкого здоровья, счастья в семье и сопутствующей удачи во всех делах и благих начинаниях. С избранием на высший государственный пост в стране Аслана Бжани поздравил глава московской абхазской диаспоры Беслан Агрба. Ваша победа открывает для Абхазии новую страницу доверия и надежды на глубокие преобразования, так необходимой стране. Искренне желаю вам успеха в реализации всех планов по достижению благополучия и процветания нашего молодого государства, отметил в частности он в своем поздравлении. Беслан Агрба также подчеркнул, что московская абхазская диаспора открыта к сотрудничеству и взаимодействию и готова оказывать поддержку всем значимым преобразованиям и участвовать в созидательных инициативах и проектах, связанных с развитием государства во всех областях. Согласно поданному заявлению, глава администрации Сухумского района Валерий Смыр освобожден от занимаемой должности указом исполняющего обязанности президента Абхазии Валерия Абганба. Временное исполнение обязанностей главы администрации Сухумского района возложено на первого заместителя Алхаса Читанава. На 79-м году ушел из жизни поэт, писатель, кавалер ордена Ахтапша второй степени Виталий Амаршин. Поэт, написавший немало произведений, ставших бессмертными в абхазской литературе. Виталий Амаршин опубликовал множество сборников стихов. Он автор популярных исторических романов «Абсхат», «Царь Абхазов» и «Владыка гор», лауреат госпремии имени Дмитрия Гулия. В 2014 году за создание высокохудожественных произведений и особые заслуги в развитии народного творчества Виталию Амаршин присвоено почетное звание «Народный поэт Республики Абхазия». Виталий Амаршин в абхазской литературе, в абхазской культуре, вообще в жизни свое наследство он оставил, мыслил свою родину не в отрыве истории настоящего и будущего. Его жизнь была разделена до начала войны, до потери сына и после, когда ему пришлось уже жить не только за себя, за всех ушедших защитников, за своего сына. Весь этот груз он нес. Он был очень удивительный человек, который боялся вот как-то кого-то обидеть, кого-то
задеть. Ну, это не значит, что он мог смириться там с несправедливостью. Там он мог бы показать свой характер, но это не свойственно ему было. Ему было свойственно, не причиняя боли ни земле, ни людям, пройти свой путь. По организации похорон народного поэта Абхазии Виталия Амаршина распоряжением главы правительства создана комиссия, председателем которой назначен министр просвещения Отгур Какоба. Прощальная церемония состоится 26 марта в 14 часов по адресу улица Имама Шамиля. 5 февраля из двух городов Мурманска и Бреста был дан старт международной эстафете, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Уже около месяца символы Победы передаются по различным городам в 10 государствах СНГ, проходя по местам боевой славы. В этом году в эстафете принимают участие Абхазия и Южная Осетия. Смотрите репортаж Гугуцы Вардания. В этом году международной эстафете, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, предстоит пройти более 60 тысяч километров, побывать в городах 10 государств. Абхазия принимает участие в таком масштабном мероприятии во второй раз. 23 марта символы Победы от своих коллег приняли сочинские пограничники, а уже сегодня они отправляются по городам нашей республики. Международная эстафета пересекла российско-абхазскую границу. Эстафета Победы стартовала месяц назад. За это время она преодолела сотни тысяч километров, пройдя по местам боевой славы. Такие масштабные мероприятия, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проводятся раз в 5 лет. Патриотическое воспитание молодежи, напоминание о героическом подвиге предков, а также укрепление дружбы между народами – основные цели масштабного события. Наш героический земля Абхазии сегодня большой праздник. Мы с вами встречаем здесь, на мосту России и Абхазии, эстафету 75-й годовщина Победы в Великой Отечественной войны. Эта победа пришла к нам очень тяжело. Мы потеряли близких, родных, и никогда забывать нельзя их. Они остаются в наших сердцах. Вечная память ушедшим, живым, здоровье, здоровье, здоровье. Мы всегда будем помнить, чтить. Это знаменательный день. И сегодня хочется пожелать ветеранам здоровья, здоровья, еще раз здоровья. После того, как солдаты пограничного управления ФСБ России в Абхазии приняли международную эстафету, первым городом, куда отправились символы Победы, стала Гагра. Здесь, чтобы возложить цветы у мемориала воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, собрались представители городской администрации, отдела культуры и МЧС Абхазии. Это такое большое мероприятие, которое нас должно вдохновлять. Это наша генетическая, историческая память. Мы не должны забывать. Раньше были мы в одном государстве, сегодня в разных, но наши душевные отношения, все это осталось. Сегодня мы благодарим Российскую Федерацию, потому что сегодня пограничные войска Российской Федерации, они находятся у нас, охраняют как наши рубежи, так и свои дальние рубежи. Мы как бы находимся на их дальних рубежах, но они выполняют свой профессиональный долг. И, естественно, это очень большое мероприятие. У нас было много намеченных планов на сегодняшний день, но, к сожалению, из-за ограничений, которые из-за коронавируса, эти мероприятия нам пришлось чуть-чуть сократить. Хотя были большие, хорошие, красивые, подготовленные планы. Желаю всем мира над головой. Мы сегодня с гордостью приняли эту эстафету Победы. Мы благодарны нашим дедам, которые погибли на этой войне, которые принесли нам эту победу, которые живы были, но, к сожалению, с каждым годом все меньше и меньше становится. Дай Бог тем, которые остались еще живы, чтобы долгие годы еще рядом с нами находились. Но память о них не будет никогда забыта, пока мы будем это помнить. И надо сделать все возможное, чтобы наши дети, наши внуки всегда помнили и знали, какой ценой добыта эта победа. Международная эстафета пройдет почти во всех районах Абхазии – Гудаутском, Сухумском, Гасском, Ткварчалском и Ачимчирском, а также в столице республики – Сухуми.
Гугут Савардания, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Сразу после информационного выпуска Амшикшара в нашем канале состоится прямой эфир с участием общественных деятелей и экспертов. Гости студии обсудят прошедшие 22 марта выборы президента Абхазии и ход всей предвыборной кампании. И в завершении выпуска о погоде. По информации Гидрометцентра, завтра на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Со второй половины дня местами возможен слабый дождь, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 4-9, днем 10-15 градусов. Температура морской воды 11 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.